В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, как покупатель становится жертвой? После нашумевшего случая с обманом певицы Ларисы Долиной, юристы стали называть подобные ситуации эффектом Долиной. Люди рискуют остаться без жилья, даже если сделка, казалось бы, кажется безупречной. Подобное происходит повсеместно. Как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке жилья, нам расскажет Максим Меньшиков, юрист, который пришел к нам в студию. Максим, я тебя приветствую. Здравствуйте, Тимур. Ага, Максим, давай для начала для наших телезрителей, кто еще не в курсе, обрисуем вот этот эффект, так скажем, Ларисы Долиной. Что это за ситуация такая возникшая? Наверное, не в курсе только те, кто не планирует покупать квартиру, остальные уже, наверное, все уже напуганы этим эффектом. Суть его заключается в следующем. Когда человек продает квартиру, он получает за нее деньги, покупатель думает, что все в порядке, оформляет квартиру на себя, потом продавец идет в суд, оспаривает эту сделку, ссылаясь там две статьи, 178 и 179 ГК РФ, когда этот человек, продавец, ссылается на то, что он не понимал, что он делал, деньги передал мошенникам под влиянием, под прессингом, психологическое влияние, под влиянием обмана. И, соответственно, суд сейчас, как вот этот эффект Долиной, благодаря после вот этого случая... Это же, по сути же, извини, перебью, стало прецедентом, да, для судов. Да, у нас, конечно, не прецедентное право в целом, но это стало драйвером развития судебной практики, которая стала позволять изымать, получается, квартиры обратно в пользу покупателя, не возвращая деньги. И сейчас ситуация такая, что и на государственном уровне встает такой вопрос, что покупатель вторичного фонда никаким образом не защищен, и нету стопроцентного случая, нет стопроцентной гарантии покупки квартиры безопасно. Максим, как такое вообще возможно? То есть ты, как добропорядочный гражданин, отдаешь деньги, покупаешь квартиру, эта сделку как-то проверяется же там компетентными специалистами, а в итоге ты остаешься без квартиры, да, долгожданной, еще и без денег. В этом-то и суть вопроса, что продавец, ссылаясь на вот эти статьи и пользуясь, злоупотребляя, на мой взгляд, правом, говорит, что я вот не знал, что вот мошенники, я бедный несчастный, верните деньги. А что делать покупателю, который, например, взял ипотеку на 30 лет на эту квартиру, и он должен будет ее платить там в дальнейшем, да, или с долгами может остаться. Этот вопрос остается открытым. Есть такие иски, как признание приобретателя добросовестным, но вот сейчас все чаще появляются такие дела, где они не могут, эти покупатели, доказать свою добросовестность. И есть определенный перечень действий, которые нужно совершить, чтобы быть признанным, но опять-таки справку, которую заказывают из психоневрологического диспансера, как сейчас все агенты по недвижимости, юристы по недвижимости говорят, нужно взять, чтобы дееспособность, психическое состояние продавца пожилого было доказано. Но это все очень легко оспаривается, и из-за этого таких случаев все больше и больше. То есть даже при наличии всех там разрешительных документов, да, ты на 100% не можешь быть застрахован от того, что ты останешься и без того, и без другого. Да, да, верно. Существует судебная практика, где решение, справку психоневрологического диспансера признали недействительной и, соответственно, сказали, это не является доказательством, что она была в сознании, эта бабушка, и квартиру сейчас изымают, люди судятся. Максим, вообще получается схема-то далеко не новая, она и раньше, я так понимаю, была. Мошенники как-то пытались же по такой схеме как-то завладеть чужим имуществом, так скажем, да? Почему она сейчас именно после этого прецедента с Ларисой Долиной, что ли? Да, он так и стал называться, что эффект Долиной, что благодаря, я не знаю, каким усилиям этой гражданки сейчас формируется такая судебная практика негативная, которая абсолютно не защищает покупателя. Да, пытались раньше. Но суд в 99% случаев вставал на сторону покупателя, считая его добросовестным приобретателем. Условно говоря, суд четко делил, что человек получил деньги,
сделка по купле-продаже квартиры прошла без каких-либо нарушений, а как человек потом распорядился этими деньгами, это уже его ответственность. Вот. Но сейчас вот немножко поменялось. Но сейчас другие бабушки, наверное, узнали про этот случай и подумали, почему бабушке Долиной можно как бы, да, воспользоваться таким случаем, а в моем случае такого не произойдет. Скажи, пожалуйста, вот Росреестр уже предлагает внести какие-то поправки, в частности, отдавать покупателю деньги, вернее, квартиру покупателю, а деньги, получается, приобретателю. Есть много вариантов и перечисленные вами, и нотариальную сделку обязательно, чтобы только с нотариусом было, чтобы третье лицо в виде нотариуса, который будет подтверждать, что да, действительно все были вменяемые в рассудке и так далее, и так далее. Также предлагается ввести период охлаждения. Я считаю, что это очень такая адекватная идея, что если сумма очень большая, и если, например, человек в дальнейшем, продав свою квартиру, ничто другое не покупает, то есть мену не производит, да, таким образом, а куда-то деньги складывает, то он не может ими воспользоваться. Там сейчас предлагается либо 2 недели, либо месяц, чтобы потом нельзя было сослаться на вот этот вот эффект Долины, что я вот только деньги получил и в этот же день отправил мошенникам. Вот. Но мы же не знаем, то есть вот человек, который купил квартиру, он же не знает, может быть, эти мошенники, они все заодно. То есть кому отправили деньги. Поэтому... Ну, получается, Максим, вот по сути, это же может развязать руки и злоумышленникам, которые сейчас будут именно пользоваться вот этой схемой, находить, грубо говоря, бабушек, да, которым там за определенную мзду там пообещают, да, и, ну, и пользоваться вот этой схемой. Я думаю, так и происходит. То есть случаи, которые вот это сейчас вот не может быть 3000, как вот сейчас официальная статистика нам говорит, то есть проанализировали какое-то издание какое-то просмотрело судебную практику по России и сказали, что вот 3000 подтвержденных случаев вот подобного. То есть не может быть так много, я думаю, это как раз-таки вот почва для мошенников. Слушай, а почему, на твой взгляд, опять-таки, да, такие истории происходят именно с бабушками? Не с дедушками, не с тетеньками, извиняюсь, не с дяденьками, именно вот только с бабушками фигурируют. Ну, такие дедушки сделки. тоже фигурируют. На Да? самом там деле, да, человек в возрасте – это сразу такой красный флаг для сделки с недвижимостью. И сейчас вот, общаясь с риэлторами, с агентами по недвижимости, мы слышим, что многие вот их клиенты переносят сделки по вторичному фонду, если продавец пожилое лицо. Ух ты, даже так. Даже так, да. То есть и дискуссия идет активная, что это действительно сказывается на рынке недвижимости вторичной. Максим, по моей информации, у нас в Башкирии, слава богу, пока таких сделок не совершалось. Но все же надо быть на страже. К чему готовиться и что необходимо предпринять, чтобы, не дай бог, не попасть в такую ситуацию? Для того, чтобы минимизировать хотя бы, да, то есть, как я вначале сказал, прямой ссылки на какую-либо норму права, которая там запрещает так делать, стопроцентной защиты нет, но в первую очередь, конечно же, нужно очень досконально проверять своего контрагента, который продавать вам будет квартиру. То есть это должны быть справки из психоневрологического диспансера, самые свежие. То есть это должны быть подтверждения факта передачи денежных средств. То есть сейчас там все снимают на видео, и на видео продавец говорит: да, я такая-то, такая-то, или такой-то, такой-то, осознаю, что я передаю денежные средства. То есть вот кто как пытается защититься. Проверить, конечно же, по открытым ресурсам это сайты судов, сайт Федеральной службы судебных приставов, реестр залогов, нотариальная палата. То есть все вот это нужно будет проверить. Это только... целая история эпопеи сейчас получается с продажей квартиры, да? Так и есть, да, но иначе никак. Насколько я знаю, вот эта история только с квартирами не ограничивается. Сейчас уже помимо недвижимости такая же история творится с автомобилями. Уже есть тоже такие случаи. Слышал? С автомобилями это тоже история уже давнишняя, просто вот этот вот эффект Долиной, он дает вот недобросовестным продавцам автомобилей очередные лазейки для того, чтобы оставить себе и машину, и деньги. То есть схема такая же: продавец продает автомобиль,
потом говорит, что якобы или ну, действительно там он перевел деньги мошенникам и был там под влиянием, там, не осознавал и так далее, просит деньги вернуть. С машинами намного сложнее, потому что вот в квартирах есть, в таких делах есть довод, что это единственное жилье пенсионера, нельзя его оставлять без единственного жилья. Покупателей почему-то можно оставлять, а вот продавца нельзя. То есть и вот здесь вот такая история. С машиной такого нет, но какая есть практика, что вот эти вот недобросовестные продавцы автомобилей, они говорят, что это мое единственное средство заработка, поэтому мне его нужно вернуть, я не осознавал. Грубо говоря, такси. Таксист, да. Или у меня, допустим, есть человек-инвалид, которого мне нужно возить на лечение. Это мое единственное средство для передвижения. Я вот под влиянием обмана продала его и деньги мошенникам отдала. Но пока практика в пользу все-таки покупателей. То есть машину так просто не отдают. Максим, ну тут получается без вмешательства депутатов Госдумы. Кстати, что законодатели там говорят? Уже предлагают что-то? Есть ли какая-то информация? Да, то есть и Росреестр предлагает, чтобы подмораживать эти сделки, чтобы включать третье лицо в сделку, когда нотариус будет фиксировать все сделки по недвижимости, предлагается ввести возрастной ценз, где нотариальное заверение будет обязательным, там, предположим, при возрасте там, от 55 лет. Да? Период охлаждения, опять-таки, предлагается. Вот, и от себя я вижу такой вариант защиты в данной ситуации. Это аккредитив, то есть это когда человек, стороны договариваются о зачислении денег на счет в банке, банк выступает этим лицом, и аккредитив раскрывается после постановки квартиры на учет на покупателя. И как сейчас это происходит? Аккредитив раскрывается, когда сдают выписку после регистрации права. Некоторые банки, мы вот как раз таки, вот, когда узнавали, они готовы предложить аккредитив с раскрытием через 30 дней. Соответственно, если вы хотите купить, и ваш, допустим, продавец готов на это, то вот этот вот инструмент поможет. То есть, соответственно, вы зарегистрируете квартиру, но аккредитив раскроется через 30 дней для продавца. Соответственно, он уже не сможет сказать, что он под влиянием куда-то эти деньги дел. Ну, дай бог, чтобы быстрее все эти меры приняли, так скажем, да, и чтобы меньше у нас таких сделок, или, не дай бог, вообще, чтобы не совершались. Максим, спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях был юрист Максим Меньшиков. Ну, я же с вами прощаюсь, ну, а вы не переключайтесь, оставайтесь на телеканале БСТ.